Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Я люблю детские передачи. Мне все детские передачи нравятся. Есть передача «Лучше всех», Первый канал. И однажды показывает мальчика 2 класса. Прекрасная каллиграфия у этого мальчика. Показывает его каллиграфию. Он еще говорит, что... И учитель пытается писать, как я. Спрашивает его: кем ты хочешь стать? Президентом, он говорит. Почему президентом ты хочешь стать? Потому что если президентом я бы вел в расписание уроки доброты. Этот мальчик понимает, что именно доброта учит человека быть добрым, добрые уроки. Я бы добавила еще не только урок доброты, но и урок нравственности. В первую очередь я ставлю в школе воспитание детей. С детьми надо говорить, надо с детьми. Надо с ними общаться, общий язык надо найти. Иначе мы наших детей воспитание мы потеряем. Потому что воспитывать интернет, а в интернете разные есть. Есть позитивные, есть негативные, есть. Но нам своих детей надо воспитывать самим. Но на самом деле Лиза Киямовна говорила, как молодому поколению, пускай знают историю. И вот Лиза Киямовна, она говорит о том, что вот она нам передала все лучшее советское и передает. Что меня поразило, в ней чувствуется вот некий такой дар, наверное, вдохновлять людей. Наверное, вот за счет этого у ней такие успехи, что люди начинают верить в свои силы, приобретает уверенность, возникает желание достигнуть успеха. Кто спасает мир, ребята? Как вы скажете? Спасает сейчас мир-то кто? Биохимики, химики, фармацевты, ученые-химики. То есть до сих пор говорят, что еще нет лекарств от ковида. А ведь кто над этим работает? Вот среди этих ученых вы тоже будете. И такую пользу принесете не только своей стране, но и всему миру. Так что радуйтесь, что вы рано начали заниматься химией. Успехов этому олимпиадному движению, и чтобы всем было хорошо, чтобы мы услышали, что среди вас будут, надеемся, будут ученые, будут инженеры. А кто знает? Может, будет и учителя химии. Все, спасибо. Что больше вам сильнее? Или методику привнести, дальше развивать, или своих студентов? Но мы бы все взяли бы, да? Мы бы все взяли. Потому что методика, она действительно уникальна. Она нам ребята, Масхат Ягудин, Муниров Тимур, пару дней назад встречался. Муниров еще является студентом университета, по-моему, на 3-м курсе он сейчас обучается. Параллельно. Он работает в центре «Аврора», он уже как педагог работает. И, конечно же, мы горячо это приветствуем, потому что очень приятно видеть, что у ребят их педагогические таланты и их осознание того, чем ты хочешь заниматься, вот приходит еще в стенах университета.
Вот в этой лаборатории мы находимся. Сейчас она исследовательская лаборатория, а раньше это был просто школьный кабинет химии в лицее. И с 99-го года, с 2000 года я в 8 классе первый урок химии получил именно вот в этом кабинете. И Лиза Киямовна для меня была примером как человека, человеческих качеств, но с другой стороны именно профессионала, который влюбила в предмет химию. Именно почему я выбрал предмет химию как специализацию и затем уже как профессию, это не во многом, а целиком и полностью благодаря Лизе Киямовне. Я вот участвовал на олимпиадах. С первого урока мне урок понравился, и я понял, что химия – это мое. Мои студенты, которые бывшие ученики Лизы Киямовны, они говорят, что на занятия у нас похожи. То есть Лиза Киямовна никогда не вела занятия по учебнику. У нее всегда была она ставила проблемную ситуацию. Мы обсуждали, как эту ситуацию решить. Ну и вот и во многом, видимо, я, видимо, брал пример. И вот, помня методику Лизы Киямовны, что-то, видимо, перенял. Я на самом деле не могу об этом сказать, потому что я себя со стороны не видел. Лиза Киямовна у меня ассоциируется в первую очередь, наверное, даже не с учителем химии, а с наставником. С наставником, который поменял мою линию жизни, ее направление полностью, принципиально, который повлиял на амбиции, на веру в себя, на те возможности, которые я, в принципе, ранее не рассматривал, да, для того, чтобы поступить в МГУ, например. Этого не было ни в моей картине мира, ни в картине мира моих родителей. Вот, повлияло на то, чтобы, повлияло на то, чтобы двигаться к цели. Да, двигаться к цели, много работать усердно. Я поверил в то, что, не разбираясь вообще в каком-либо предмете, можно действительно добиться серьезных результатов. Ну, у нас начальство очень активно привлекает победителей олимпиад, потому что понимает, сколько это важно. Олимпиады и, собственно, сама технология, да, вот она развивает в людях стремление находить новые возможности, заниматься, и поэтому, очень понимая это, они вкладываются в это. Сейчас у нас размеры стипендий с каждым годом возрастают. Сейчас на первом курсе, если вы победитель олимпиады всероссийского уровня, то вы получаете стипендию от нефтяного университета 50 тысяч рублей в месяц и 20 тысяч рублей еще от президента РФ как грант. Это, в принципе, я думаю, это оправдано, потому что студент, он не думает о том, как бы ему там подрабатывать где-то, да, а он занимается именно любимым делом, занимается наукой, занимается какими-то исследованиями и, в принципе, может получить качественное образование. Особенность именно нашей системы в том, что хотя у нас, вот, как говорят, да, олимпиадников много, по России, если говорить по России, их, в принципе, сотни, и они все рождаются в своих местах. Но именно здесь у нас, как говорят, это островок в чем? Потому что наши выпускники, они не уезжают, они остаются в нефтяном университете, и поэтому они остаются в основном в Казахстане. Вот это особенность, которой нет нигде. Такая приятная там атмосфера, там студенты работают. Студенты – это и мои ученики, ученики Гумерова тоже так же. Это прекрасная атмосфера, так дружно они работают, занимаются юниорами. То есть 7 класс, 8 класс они занимаются с этими детьми. Поэтому опережающие у них получается. Поэтому и призеров каждый год, вот у Гумерова и инженерный лицей, там эти студенты, каждый год у них по несколько призеров. По 5-6 призеров бывает Всероссийской олимпиады. Каждый год у них вот так. У Лизы Киямовны была также вот методика опережающего развития. То есть это реально работающая технология, что химия начинается в 8 классе, а мы углубленно начинали изучать уже в 7 классе. И сейчас мы это тоже продолжаем, и это дает плоды. И вот вместе, получается, уже сейчас со студентами это у нас вылилось в проект Республиканской олимпиады юниоров для раннего выявления талантов Республики Башкортостан по химии, а также их поддержки. Ну а также вот эта вот модель «Изотоп», которую она проводила для 42-й школы и для нашего лицея, мы хотим вот со следующего года сделать уже республиканским, чтобы это стало достоянием республики. Ученики в основном боятся контрольных и проверочных, то есть для них это стресс. Но Лиза Киямовна, она делала так, что контрольные и самостоятельные, это были, то есть мы не боялись их. Мы реально показывали свой уровень, и если у нас были ошибки, она делает работу над ошибками, и то есть после каждой контрольной работы мы не удовлетворялись, что у нас там 3 или 4, а все именно
узнавали тему на 5 и потом только шли дальше. Я вот это вот запомнил и продолжаю сейчас стараться с учениками, чтобы не вот ученик плохо понял, идем дальше. Такое у Лизы Киямовны она не терпела. То есть плохо понял, мы доработаем, мы переделаем. Это нужно ученику. А про оценки Лиза Киямовна говорит, я оценки ставлю себе. Ученики ее учеников, так сказать, мы уже гордимся их результатами. Очень рада, что ее дело продолжает жить, что вот эту уникальную методику продолжают внедрять ее ученики в школах, в лицеях. Создана АНОТ, Ассоциация наставников олимпиадного движения. АНОТ, он уже живет, по-моему, 4-й год с тех пор, как мы планировали, думали, именно, что именно надо в виде ассоциации, когда вот первые студенты начали работать. И когда у нас только вот Тимур, Нургиз, они были 11-классники, по-моему, мы задумались о том, что когда они выйдут, нужно такую ассоциацию создать. И первым делом мы эту уже проблему озвучивали и на телевидении, мы озвучивали, скажем, руководству, правительству, и нас с Саней Мансуровичем пригласили на прямую линию с главой республики, сказали, что есть такая проблема, что у олимпиадного движения есть такие вопросы, которые хотелось бы решить, и по некоторым очень важным для нас вещам к нам пошли навстречу, нам сказали, добро, делайте такую ассоциацию. Ну, получается, в этом году выиграли грант для проведения такого проекта, мы его назвали «Про нефть». Он ориентирован на школьников 10-11 классов, где они за неделю узнают, так скажем, в сжатом виде курсы по нефтепереработке и нефтехимии. У нас есть новое оборудование, которое как раз ориентировано для лабораторных работ по нефтепереработке и нефтехимии. То есть ребята, так скажем, и лекционный материал хороший получат, и руками что-то поделают. Планируются экскурсии на заводы, планируются также экскурсии в нефтяной университет. Вот опять-таки о том, что тиражировать методику, чтобы больше людей могли получить доступ, да? Со всего мира. Хотя бы Башкирию начали. В этом году мы также еще решили запустить свой онлайн-курс. Это недельный курс для 8 классов и еще для 9 классов 2-недельный курс. Вот. И этот курс предназначен для как раз-таки популяризации олимпиадного движения у нас в Республике Башкортостан. И как раз-таки на первый курс для 8 классов уже было подано где-то 1500 заявок. Сейчас идет поддержка очень хорошая наших стипендиатов, победителей грантов того или иного уровня, наших детей, как и выпускников, непосредственно наставников олимпиадного движения, то, что они участвуют в тех или иных грантовой деятельности и побеждают непосредственно. Но, как вам сказать, мы говорим уже о том, что сейчас то, что было наработано Лизой Киямовной и заложено по кирпичику из низов, та работа, которая была проделана, очень большая работа. Та команда АНОТ, Ассоциация наставников олимпиадного движения, это детище Лизы Киямовны. Тот опыт, с которым сейчас уже работает команда студентов АНОТ, непосредственно, мы очень хотим и делаем это, позиционируем на все направления, то есть на другие направления. Математика, информатика, русский язык, на все те или иные другие предметы, которые для того или иного обучающего очень важны. Можно прекрасно иметь матбазу, но если нет сильных учителей, результата не будет. При этом может быть обычная сельская, даже малокомплектная школа, где нет крутых компьютеров, нету интерактивных досок, нету интернета. Но если есть сильный педагог, ребенок там может состояться гораздо лучше, чем в любой популярной какой-нибудь элитной, в кавычках, конечно, школе. Что касается Лизы Киямовны, это удивительный человек. Вот в данном случае, в ее примере, сошлись вот несколько таких моментов, я полагаю. Прежде всего, это ее высокий профессионализм, знание предмета,
знание вот основ учительской деятельности, методической деятельности. Это вот если это одна сторона, а другая сторона, кроме этого, имеется, это высочайшая интеллигентность, которая вот не позволяет ей работать по-иному. Она все время целеустремленная, она смотрит вперед, она умеет работать с каждым человеком в отдельности и при этом находит то самое зерно, которое сидит в каждом человеке. Она, даже говоря об одном ученике, многолико характеризует этого человека. Не только как ученика, не только как, допустим, школьника, не только как сына, там, дочь и так далее. Она находит такие вещи, которые, возможно, для других может быть новость, а для нее это известная истина. Я же говорю, что именно воспитанный ребенок хочет учиться. И воспитанному ребенку всегда есть надежда. Это будущее страны, воспитанный ребенок. Вот не зря Дмитрий Иванович Менделеев говорит, что дать образование без воспитания, дать ружье невоспитанному человеку. Он прав. Воспитание всегда, это самый главный момент, это воспитание. Поэтому сейчас вот все-таки есть какая-то надежда немножко, потому что учителям же вообще бумажная работа надоедает. У них же больше бумажная работа, чем работа с детьми. Вот сейчас все-таки выделили деньги классному руководству. 5000 вроде. Посмотрим, увидим, может, действительно какие-то сдвиги будут, но на это надо обратить особое внимание в воспитательную роль. Раньше воспитывали пионерская организация, комсомол воспитывали, огромное значение. Вот это было. Я сама пионер-вожатой работала, и комсомольским вожаком работала. У нас была огромная работа была. А сейчас этих нету. Воспитывает только интернет, получается. Больше интернета, роль интернета получается. Вот над этим нам надо подумать. У нас свой менталитет. Всегда она говорила так, что я люблю работать с порядочными людьми. Вот это слово о том, что человек порядочный, для нее, по-моему, даже выше знаний. Вот это вот я навсегда запомнил, и я себя считаю таким, что да, я там не богатый, там, не там еще какой-то, но я порядочный, честный. И вот это она самое главное ценила в людях. Это вот открытость, честность, порядочность. Я вот это ей признателен на всю жизнь, потому что я себя так и стараюсь в жизни вести. Елизавета Киямовна вообще сильна своими учениками, то есть она воспитала много учеников, которые могли бы очень далеко при желании пойти. То есть это уже дальше наш выбор. Идти или не идти, ехать в Москву, в МГУ или не ехать, идти в профессуру, да, или не идти, а заниматься чем-то более прикладным. Это уже личный выбор каждого. Но тот задел, который она нам дала, он, конечно, огромный. Она всегда приводила пример о том, что не нужно бояться того, что много предстоит сделать. Она говорит, вот я сделал одну часть, я молодец. То есть нужно делать потихоньку, понемножку и поступательно, двигаться вперед. Она сама понимала, что нам надо. То есть нам надо здесь подтянуть. Она направляла нас к тем, допустим, специалистам, по тому профилю. Нам надо здесь подтянуть. Она устраивала нам воскресные уроки. То есть приходите, мы будем все это делать с вами, догонять, заниматься. Что нам дает АНОТ, РБ непосредственно? Мы говорим о том, что мы даем шанс нашим будущим выпускникам говорить о том, что их ждет в будущем. Ездил в Москву на Олимпиаду. Вот каким надо быть олимпийцем, упорным, вот таким молодцем. Стараться надо, хоть словно ногой биться, но в Москву съездить, победить Олимпиаду, это не всем удается. Это молодец. От этого вот такой молодец. Так что надо быть упорным, настойчивым, стараться надо. Вот так. Все у вас. Эта программа реализуется на базе нашего республиканского инженерного лицея-интерната. Вот как раз и много, она работала сама в этой школе, очень много ее воспитанников сейчас продолжают свою профессиональную деятельность, в том числе и в лицее. Очень серьезно пошел этот проект через наш республиканский центр талантов, развития талантов «Аврора». Вот эта идея, этот формат, эта метода, лучше так сказать, это метода работы с детьми,
чтобы они добивались высоких результатов в учебе, мы будем проецировать не только на химию, мы будем проецировать абсолютно на все предметные области, которые изучаются у нас в рамках образовательного школьного курса. Ну, олимпиады это же... Чтобы выиграть олимпиаду любого уровня, ну, прежде всего, конечно, университетского, мирового, нужно и каждый день уделять этому там 4-5 часов, заниматься только этим предметом. Это невозможно, если ты заставляешь себя заниматься. Это именно радость познания. От того, что ты долго сидишь днями, неделями над какой-то задачей, которая потом раскрывается, и ты понимаешь, насколько там все было просто. Вот оно, вот это вот есть олимпиадное движение. Я вам буду говорить. Это мои внуки. Идемте сюда. Вот это мои самые, что есть в жизни дорогое, это мои внуки. Вот жаль, что внучки нету между ними тоже. Это, вы знаете, внуков любишь больше, чем своих детей даже. Настолько они дороги. Я их всегда жду. По телефону Оскар мне каждый день звонит. Искандар тоже иногда звонит. Но не часто, но звонит все-таки. Они ласковые у меня. Вот то, что мне вот Бог подарил мне, таких ласковых внуков подарил мне Бог. Я очень благодарна этому и своей дочери очень благодарна, что она подарила нам тоже таких внуков. Оскар у меня самый первый внук. И я долго ждала этого внука, и, знаете, самая большая была радость. Он рос очень спокойно, без проблем. Первый класс он пошел в мою школу, в первом классе Алия Саитовна учила. Он очень любил Алия Саитовна его тоже. И сейчас они по интернету тоже переписываются. И когда он в моей школе, он рыжеватый был, я ведь люблю рыжих детей. И мне учителя говорили, Бог подарил тебе вот рыжего внука, вот когда солнце, иногда у него так блестят, они рыжеватым. Я люблю рыжий цвет у людей. И в школе интересно, в первом классе, он был очень музыкальный. Музыкальный, он из оперы, он пел «Волка ведь там, волка». Да. Учитель музыки тоже все время на него говорили «Волк». Волка пел, голос такой хороший голос. Я радовалась, что у него такой приятный, прекрасный голос. Так что он был там, он любил еще физкультуру. Леонид Тарасович это любил ведь, да? Да. Так что в школе его все любили. Вот в первом классе. Потом они переехали. И пришлось им тоже поменять школу пришлось. Но все равно вот моя школа всегда его помнит. И всегда говорили, что такой хороший у вас внук. В моей жизни много учителей было, и я, благо, там один из топовых вузов, так сказать, в стране закончил. Ну, я видел профессорский состав, которые там преподавали там, в Штатах, там, в Европе и так далее. На английском образовании получал, и вот, магистерскую диссертацию уже защитил. Но я знаю как бы свою Нене, я действительно знаю, как она во все это вкладывается, как она себя отдает, что для нее это значит. И как она действительно любит свое дело. И самое главное, можно это увидеть по результату, по ее ученикам. Как они к ней относятся до сих пор, спустя там, 15, 20, 30 лет. Как они ей звонят, никогда не забывают ни про какие праздники, всегда там они беспокоятся, поздравляют с любой точки мира. Вот, ну, мне кажется, это и есть самый главный результат, а не то, что они там олимпиадниками какими-то стали, мировыми, там где-то в Силиконовой долине или еще что-то. А то, что она в них вложила что-то такое человеческое, и то, что она учитель не только как бы по предмету, да, а и, я так понимаю, по жизни для них. Бер матур ауылда туып үстем. Төпсек бала булып дөньяда. Аслы туклы көннәр күп булса да, зарланмыйм мин үткән елларга. Кем яратмый туган үскән ерен, кем яратмый туган анасын, кайсы ана кагас иткә тирен, үз куенында үскән баласын. Кем яратмый шаулы матур тормыш, карый матурлыкка килешеп, әкем әзер түгел барын алышырга, үзе туып үскән ересен.
ерем солым яшәү көсе бирде, хозур табигаты моң булды, атам-анам итәгатьле булды, бул тормышка мине җибәрде. Түбән кыйгы минем туган авылым, түбән кыйгы мине үскән җир, түбән кыйгы башлап белем бирде, түбән кыйгы мине тапкан җир, тирәге таулар, агаслыклар, авыл аша ага кыйгысы, ерак түгел матур әрәмәсе, кылтырап аккан ыек елгасы, бештән саккан сакла искә төшә, ыек буйларында җәйләрен, Майнур апаның скрипкасына ерле бейдек кисләрен. Мин яшәгән урам су аръягы, аръяк диләр шуңа халыклар, тау астында булгангадыр ахры, куркытмады кышкы суыклар. Кая барсам авылым тирисемдә, көндез истә, төнлә төшемдә, түбән кыйгы минем туган җирем, синнән алам яшәү көсендә.